Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика». В студии Алейла Муртазова и в начале главные темы выпуска. Благословенные дни! В Ахмат-Юрте прошли религиозные мероприятия. Благая акция. Волонтеры приступили к погрузке пакетов с продовольствием. И уже через считанные минуты они будут доставлены прямо к дверям нуждающихся. Продовольственная помощь регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова охватила новые районы региона. Лучшие в своем деле. Наша конкурсная работа называлась «Большая история маленькой жизни». Республиканская станция переливания крови стала победителем Всероссийской премии «Соучастие». В этот священный для всех мусульман месяц Зуль-Хиджа религиозные деятели вновь собрались вместе, восхваляя Всевышнего. Как прошел религиозный обряд, расскажет Адам Магомедов. Сотни верующих и известных религиозных деятелей субъекта во главе с председателем Совета Алимов Республики СКФО Хожахмедом Хаджи Кадыровым прочитали Мовлид и в едином порыве совершили обряд зикр, восхваляя Творца и его пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Верующие сделали дуа, прося Всевышнего благополучия для республики и всех мусульман в этот священный месяц Зуль-Хиджа. На этом духовное собрание не завершилось, верующие продолжили богоугодное дело. Хожахмед Хаджи Кадыров прочитал проповедь для собравшихся и дал религиозные наставления. Собравшиеся совершили вечернюю коллективную молитву, а после вновь провели мусульманские обряды, дабы укрепить духовную связь и единение в вере. Зуль-Хиджа – 12-й и последний месяц в исламском лунном календаре. Он имеет важное значение для верующих, поскольку это время большого паломничества. Его последний день приходится на 6 июля. Адам Магомедов, Сайдемин Мусаев, Вести Чеченская Республика. Помощь продолжает поступать малоимущим и нуждающимся семьям от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в рамках благотворительной акции, объявленной в честь праздника Идаль-Адха. В каких районах раздали продовольственные наборы, расскажет Турпалали Тайсумов.
Праздник Ид-аль-Адха совсем близко. В его честь малоимущие жители субъекта получают продуктовую помощь. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова приготовил по 2500 наборов с пропитанием для каждого района. Одним из таковых муниципалитетов стал высокогорный Шатойский район. Массу семья чудом далуш парду. И буквально на той неделе при СВО исполнение цигат разок я дакалхем бош болвей турпол кентиш нахчик яхюл кенти цер дюзлашт ахчанш дайт. Уже по 10 тысяч хунц ординаш дадики. Селхам буквально 200 устах почти элдоханти, 200 устах балбайти шютер, урбанш, малоимущие, остро нуждающие, рилчан, при СОО, дакал до береж, цей дюзла шло эл. Сундоханти, сейц арах, охшутчо, ашпошпор, бахар хоиц арах, дейл рейс хилах, отвой мехкдан, амануйна, вой халахвали шол, вой мехкда, амтажи рамзан, تخن وي ملول شو سك شيلامزت مارخت ديل يشاد أبوك بالكوك موسو زمانه وي مخدا رمزان فيتسوي شوات تندو هونتي موسو دونت أزوير ويزو شو ديلي وي مخدا رمزان حلقة أولش تنتي هاخوات تدخ تون تعمدات. Семьям выделяется по 2 пакета с мясом птицы. Волонтеры приступили к погрузке пакетов с продовольствием. И уже через считанные минуты они будут доставлены прямо к дверям нуждающихся. Такой благородный жест от общественного фонда вновь радует тех, кому нужна поддержка в связи с жизненной ситуацией и наступающим мусульманским праздником. И семьи получают ее. Причем очень часто в самом разном виде, будь то продукты или же денежные средства. Подобные акции носят регулярный характер, и каждый раз жители выражают искренние слова благодарности в адрес президента фонда Аймани Несиевны и главы субъекта Рамзана Кадырова за неустанную поддержку. Рамзани Аймани дал обул саадайлыкты дагадин сяхш бехкниш дерес хилакшын. Рамзани Аймани Несиевна дал саадайлык везиндейл. Дал обул саадайл кест дайтса. Саадак мы похул дал саадайлыкш везиндейл. Масон дахуш туқутун лушду. Да шеду адайл урбнаш дал обул дайлык. Благотворительная акция коснулась каждого муниципалитета. Среди них такие районы, как Серноводский и Шаройский. Имамы, официальные лица и просто неравнодушные люди доставляют наборы в каждый дом или квартиру. И все это продлится до конца праздников Ид-аль-Адха. Однако и после этого наступит день, когда фонд вновь придет к порогу остро нуждающихся семей с благой миссией. Турпал Алита Исумов, Магомед Басаев и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. В преддверии государственного праздника День России прошел фестиваль «Мир культуры народов Чеченской Республики». На мероприятии собрались самые разные народы, которые долгие годы проживают на территории субъекта, продолжит Мадина Нуцалчиева. На левобережье Терека в селении Брагуны сегодня собрались представители самых разных национальностей. Поводом для встречи стал посвященный Дню России фестиваль «Мир культуры народов Чеченской Республики». Поздравить их с праздником прибыл помощник главы региона, министр субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Благодаря нашему первому президенту, герою России Ахмату Хаджи Кадырову, мы все вот так одной дружной командой в мире, в согласии можем собираться, проводить такие мероприятия. Мы по праву можем гордиться, что в Чеченской Республике сегодня царят межнациональный мир, гармония, межконфессиональная стабильность. После руководителям ведомства были переданы награды за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие межнациональных и межконфессиональных отношений в Чеченской Республике и в связи с празднованием Дня России. Диб Кафа Абдель-Насер, преподаватель арабского языка гимназии номер 7 города Грозного. Культура всегда была и остается созидательной силой, которая объединяет людей, дает возможность раскрыть свои таланты. Для гостей с концертом выступили представители национально-культурных центров региона.
Богатая культура и вековые традиции народов Чеченской Республики, основанные на высокой гражданственности и патриотизме. Верности идеалам единства являются неотъемлемой частью духовного наследия и культурного пространства всей страны. На протяжении уже сотен лет на территории Чеченской Республики бок о бок живут и трудятся представители самых разных национальностей – русские, татары, кумыки и многие-многие другие. Но главное, что на сегодняшний день все они являются яркими представителями единства, братства и дружбы. Мадина Нуцалчиева, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Чеченская Республика присоединилась к летнему этапу всероссийского спортивного марафона «Сила России», в котором опытные спортсмены передают свои знания молодежи. В регионе прошел турнир по мини-футболу, состязания по перетягиванию каната. Участие в семейном празднике приняли 120 человек. Ну а всего на территории республики было организовано 25 площадок, где проходят соревнования по тэквондо, борьбе, футболу и другим видам спорта. Любой желающий может прийти в качестве зрителя или принять участие в состязаниях. С 2003 года Совет сторонников «Единая Россия» он проводит аналогичные бесплатные посещения жителей нашей республики по спортивным площадкам. И также аналогично этой площадке мы уже провели третья площадка проходит в нашей республике. И на сегодняшний день более 800 человек уже их посетили. Сегодня зарегистрированы 25 площадок по нашей республике. Они внесены на сайт «Сила России». И все желающие они могут открыть и посетить те площадки, которые их интересуют. Региональный центр переливания крови выиграл во всероссийском премии соучастия. Торжественное вручение прошло в Москве. Учреждение одержало победу за проект «Большая история маленькой жизни». О значимом успехе расскажет Наталья Депутатова. Для того, чтобы сдать кровь или костный мозг, нужно прийти на станцию переливания. Здесь потенциального донора сначала в обязательном порядке осмотрит врач-терапевт и, конечно, проведут анализ крови. Записаться на сдачу можно и через госуслуги в разделе «Здоровье». Абдуллахи Барзиханов, сержант МВД России по Чеченской Республике. Сотрудник полка «Ахмат» сдает кровь с 2013 года. По словам военнослужащего, это дает возможность помочь нуждающимся в переливании. А помогать людям – это долг каждого мусульманина. МВД дало грозный батальон, 35 раз Несколько дней назад республиканская станция переливания крови завоевала главную награду в номинации «Донор крови, донор костного мозга» с проектом о популяризации и развитии донорства и костного мозга в Чеченской Республике. Торжественное вручение 10-й Всероссийской премии соучастия прошло в Москве. В 9 номинациях конкурса «Формула донорства» премии получили 109 участников, 45 победителей и 64 лауреата со всей России. Наша конкурсная работа называлась «Большая история маленькой жизни». И мы рассказали в своем проекте, у нас в городе Грозный произошла встреча донора, реципиента клеток костного мозга и ребенка, которому эти клетки перелили спустя 5 лет после этой процедуры, когда девочка, которая болела острым лейкозом, находилась в очень тяжелом состоянии, благодаря этим живительным клеткам выздоровела. И мы именно за основу положив этот сюжет, мы понесли это в средства массовой информации. Мы стали использовать этот фильм на своих встречах со студентами. Мы выезжали в нашу национальную библиотеку, где мы показывали подрастающей молодежи о том, что став донором клеток костного мозга, у тебя есть реальная возможность спасти жизнь человеку. В федеральном регистре на данное время состоят более 3000 жителей Чеченской Республики. Многие регулярно сдают кровь. Некоторые делают это реже. Помощь каждого неоценима. Врачи и медсестры относятся к каждому сдающему кровь с большим уважением. Всегда спрашивают о самочувствии. Во время сдачи крови и, конечно, после. Ведь сдается не менее 400 мл. После этого необходим отдых. По мере возможности сдаю кровь, чтобы помогать людям. Если берут, то людям нужно по-любому. В этом году первый раз сдаю, а так вроде бы 4-й раз.
В среднем в день в медучреждении берется забор у 70-80 человек. Оно оснащено всем необходимым оборудованием. Перед сдачей проводится установление группы крови и резусофактора, а также проводятся исследования на выявление каких-либо вирусов или патологий. Кровь обязательно очищается на специальных аппаратах, закупленных по программе «Национальный проект здравоохранения». Отдел лабораторной диагностики обеспечивает вирусную иммуногематологическую безопасность донорской крови и ее компонентов. Победа в премии соучастия является для нас стимулом для новых достижений и побед. 14 июня этого года во Всемирный день донора крови, отмечаемый в России на станции, пройдет вручение грамот и наград «Почетный донор». На церемонию приглашены жители Курчелоевского, Гудермесского и Урус-Мартановского районов. Люди именно оттуда чаще всего по статистике сдают кровь для нужд медицинских учреждений. Наталья Депутатова, Шамсудин Джабраилов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. В драматическом театре имени Лермонтова состоится премьера спектакля «Выстрел» по одноименной повести Александра Пушкина. Постановка от режиссера Ахмеда Хамзатова пересказывает 4-ю повесть великого русского поэта, изданную в 1831 году. Это история об отставном гусаре Сильвио и о его 6-летнем ожидании мести. Повествование ведется от лица свидетеля событий, который в бытности офицером познакомился с главным героем. Повесть «Выстрел» – это очень неоднозначная повесть, потому что там конфликт зарождается на зависти. Человек, пытаясь отомстить, практически всю жизнь, 6 лет, тратит на то, чтобы осуществить свою цель. Но в итоге что-то в нем меняется. Он решает все-таки простить человека, и он осмысливает свою ошибку. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим».